Чачикович Мужба, заместитель председателя Георгий Нуриевич Акова. Арсмира продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях председатель Верховного суда Роман Чачикович Мужба, заместитель председателя Георгий Нуриевич Акова и второй заместитель Андрей Валикович Барциц. Тема нашей пресс-конференции – взаимоотношения СМИ и суда. Руководство Верховного суда посетило вашу площадку Арсмир для того, чтобы мы пообщались и ответили на все те острые, злободневные вопросы, которые беспокоят журналистов и наше общество в целом. Но прежде чем перейти к освещению некоторых вопросов, связанных с состоянием дел в судебной системе, хотел бы еще раз отметить о том, что такой состав обусловлен прежде всего тем, что по всей видимости, и журналистов, и многих наших граждан будут волновать и интересовать те вопросы, которые на слуху у всех. Первый вопрос касается пресс-службы Верховного суда. Создана ли она, когда была создана, и кто конкретный человек, к кому мы могли бы обращаться, журналисты, за ту или иную информацию? В структуре Верховного суда с момента создания вообще, после военного создания Верховного суда, существует такая служба, называется пресс-служба. Разные годы и там в разное время работали люди в качестве секретаря пресс-службы. К сожалению, получилось так, что последний год это вакантной должностью остается пресс-секретарь, поскольку заработная плата неприлично маленькая, где-то в размере 3 800, естественно, никто там особо не задерживается. Кого бы мы ни приглашали, от уважаемых, очень заметных журналистов из независимых средств массовых, государственных, кого только мы не приглашали, они, естественно, охотно выслушивают нас, обещают, что подумают, вернутся, дадут о себе знать, так и никто не хочет у нас работать. А потому, у нас сама площадка как бы существует, а конкретного должностного лица, назначенного на сегодняшний день, нет. Но это не означает, что в структуре Верховного суда нет такой службы. Служба существует. В основном эта служба не только, она обязана только координировать взаимодействие со средствами массовой информации, она еще многими вопросами должна заниматься. Но люди, которые приходят к нам, когда они просто окунаются в специфику нашей деятельности, они неохотно потом, принимают решения, и никто не хочет идти к нам на работу. Это такая ситуация. С 2012 года аккредитуемся в Верховном суде, это по вашему положению, вы от нас это требуете. Закон о СМИ, он говорит о том, что органы, аккредитующие журналистов, обязаны извещать их заранее о своих совещаниях, заседаниях и мероприятиях. Скажите, пожалуйста, если вы требуете от нас аккредитацию, почему, и мы ее делаем, почему за 3-4 года никто ни разу нас не известил? Все, что связано с пребыванием журналистов, с возможностью осуществления киносъемки, видеосъемки и фотографирования, эти вопросы регулирует не закон о СМИ, а регулирует нормы уголовно-процессуального и гражданского процессуального кодексов. Они имеют приоритет над тем законом, упомянутым вами. Мы считали, что мы вас ни в чем не ограничиваем. Вы имеете доступ к судам, вы там посещаете, вы там присутствуете, вы освещаете. И я думаю, что этого было достаточно. А некоторые ваши коллеги, которые приходят, просто не могут даже предъявить удостоверение журналиста. Конечно, для тех мы говорим, чтобы они были аккредитованы. Мы этот порядок пересмотрели, сказали, что никаких официальных обращений. Если журналист приходит в зал судебного заседания, он волен прийти, как и все граждане, которые могут посетить любое судебное заседание. А все, что связано с освещением самого хода судебного процесса, это никак не увязано с этим законом о СМИ. Это регулирует, еще раз говорю,
в зависимости от характера рассматриваемого дела и многих других факторов, они могут быть допущены для осуществления киносъемок, видеосъемок и фотографирования. Но аудиозапись никто вас не ограничивал. Если есть такие факты, пожалуйста, предъявляйте. Тоже есть вопрос, и он тоже, конечно, связан с этой злополучной вашей пресс-службой, которой на самом деле не существует, но ответы от которой поступают. Но сейчас, в начале этого вопроса, я все-таки хочу спросить у вас, каким образом ответ, который был направлен, статья некой пресс-службы, которая была направлена и Зидичане, и агентству «Апсный пресс», за сутки до появления у нас появилась в анонимных группах. Мы действительно в соавторстве, я часть написал, другую часть Георгий Нуриевич, и написали, подготовили, и долго думали, написать ли это от имени Романа Мушба или... Да, мы выражаем мнение судейского сообщества, у нас есть такая служба. То есть это ответ ваш и вашего зама? Да, это мы готовили, это не только, это мнение судейского сообщества, которое просто уже... обсуждалось. Да, мы уже обсуждали. Да. И мы это оформили в виде такой статьи, и мы это не было ни официальным заявлением, ни официальным сообщением для общественности, для каких-то других органов государственной власти. Это была полемика на те две статьи, которые... И мы здесь, честно говоря, принципиально ничего такого по способу распространения. Напротив, даже я вам честно скажу, вот я вижу, что наиболее посещаемый сайт, да, вот во вторую, я туда только методом тыка каким-то образом туда попадаю и попросил многих своих коллег, сказал: вы кто-нибудь можете технически вот это, значит, разместить статью? Сколько эта статья не является ни официальной, и ни сообщением, ни заявлением Верховного суда, потому и попало это как попало. Для меня не принципиально важно, каким способом она туда попала, а если есть по содержательной части все, вот, самой этой статьи, пожалуйста, если хотите, мы на эту тему с вами. Роман Чачкович, это официальный бланк? Да, это официальный бланк, да. И что, почему это она неофициальная? Да, По сути дела, вы сейчас сказали, что вы и Георгий Акоба прикрылись некой пресс-службой, написав ответ Чаня и Хашигу. Так я понимаю? Почему мы прикрылись? Мы вот перед вами сидим. А что пресс-служба? Вы не пишете, что это ваш ответ. Вы нам пишете, только что что это сказали, ответ что пресс-службы нет. Слушайте, пресс-служба существует в структуре Верховного суда. Вы сказали, что у вас нет пресс-службы. Как нету пресс-службы? Я уже полчаса... Пресс-служба не состоит только из одного пресс-секретаря. Почему вы тогда не орган власти. подписались своими фамилиями? Зачем вам надо было прикрываться? Зачем? Мы же вам говорим, мы не прикрываемся. Это было мнение судейского Это мнение судебного суда. Это многих судей касалось. Они пришли возмущенные ко мне. Говорят, до каких пор мы будем молчать, почему мы замкнулись в себе, почему мы не можем ответить там даже, где мы правы. И тогда было вот принято такое решение, приняли так, как приняли. Протокол принятия, вы любите нормативные документы, протокол принятия, когда проводилось. Вы любите нормативные документы? Статью писать, что для этого надо протокол еще сопровождающий? Нет, вы подписались вдвоем. Почему вы не поставили свои подписи? У меня конкретный Можно вопрос. я отвечу? И почему этот материал появился в анонимной группе, я хочу знать. Не у меня, не у Инала, которому он адресован. Почему он появился в анонимной группе? Я подписал, сдал в канцелярию и дальнейшее... И вы не знаете, что ваша канцелярия делает? Нет, я знаю, канцелярия направила вам, но однако вы не опубликовали и спустя... Извините меня, этот материал, я вам говорю, за сутки до того, как поступил к нам, он появился в анонимных группах. Я хочу понять. Вы перед тем, как отправлять адресату, вы отдаете в социальные группы материалы? Никогда. Но я же вам говорю, прежде чем отправить вам, я своим коллегам тоже сказал. Те, кто... Сказали, раздали материал. Он доступен, эта статья была, это же не была официальная там, под грифом «секретно». Это же не было таким документом, который не подлежал оглашению. Вы написали открыто, у вас своя редакция, свои площадки, у вас свой сайт, почему мне наш сайт никто не читает, Изин Терентьевна, мы сами его наполнить не можем, у нас нет никак его системного администратора,
Роман Чачкович, стадии вы же формирования. прекрасно пока. понимаете, о чем я вас спрашиваю. Каким путем до того, как попасть к адресатам, этот материал появился в анонимной группе? Георгий прекрасно об этом знает. Во-первых, он был адресован во вторую. Со второй, возможно, он попал в этих так называемые Как он вами во вторую? вот эти вот Слушайте, я же вам анонимные объясняю, я попросил втором? своих коллег в Верховном суде, сказал, вот эту статью вы можете сделать достоянием аудитории, чтобы люди могли прочитать. 2 секундочки, Георгий сказал Вы что, нас корреспонденту сюда для Апсны допроса пресса, пригласили? да, корреспонденту Апсны пресса, что было это письмо направлено только в 2 СМИ. Апсны пресс и Нужная газета. Меня, кстати, удивило, почему в Чегемскую правду не было. Мой вопрос, по-моему, совершенно ясен. Он появляется на анонимных сайтах, в анонимных группах. Я хочу понять, какая связь между Верховным судом и анонимами. Я Неужели понял, мой почему вопрос вы не это ясен? видите. Статья не носит какой-то секретный... Я понимаю, что она не носит секретный, я бы ее опубликовала, естественно. Я спрашиваю, почему за сутки до того, как попасть к адресатам, она попадает к анонимам. Придите, вот на самом деле я вот проведу по всем кабинетам, продемонстрирую и весь состав Верховного суда. Нету, мало кто у нас умеет пользоваться вот этим. Я лично вот это методом тыка могу добраться до второй. И сказал, ребята, кто-нибудь, если вы имеете возможность, вот разместите вот эту статью на автору. Возможно, кто-то и во втором. Ну, для меня это не принципиально. Вы говорите, что мы якобы какие-то... Это не было официальным документом, официальным заявлением. Он не был засекречен. Он был... Он в широком доступе Да, был. доступе. Я его сдал, В широком подписал, доступе сдал в попали. канцелярию, и я... Лена Лула, Абхазское телевидение. Как вы относитесь к тому, что на судебные процессы, в том числе и громкие, приходит большое количество родственников обвиняемых? Происходит давление на журналистов. Не считаете ли вы нужным регулировать количество? Зал судебного заседания, да, давно перестал быть местом для разрешения, значит, для цивилизованного разрешения правовых споров. Это ни для кого не секрет. Это теперь площадка для возникновения новых конфликтов. Но действующее законодательство не запрещает пребывание публики, поскольку эти заседания проходят публично, гласно, открыто. Потому приходят. Вот то, о чем вы говорите, ограничить каких-то родственников, заинтересованных, этого делать ни в коем случае. Это будет ограничением конституционных прав. Да, и граждан, чего судебная система не может себе позволить. Другой вопрос. Нужно создавать такие условия, чтобы в судебном заседании обеспечился правопорядок, значит, приходящие туда были обеспечены нормальными условиями пребывания в этом зале, чтобы представители средств массовой информации, для них, если не ложа, но, по крайней мере, хоть 2-3 стула, чтобы где-то там, ну, таких возможностей и условий, к великому сожалению, на сегодняшний день в наших судах не созданы. Объясняю, почему. Очень слабое материально-техническое ресурсное обеспечение. Вы же приходите, видите, в каких условиях, да, летом невозможно, душно, зимой лютый холод, и в залах, и в кабинетах. А все это вы хотите переложить на плечи, собственно, судебной власти. Судебная власть сама, значит, реформироваться и создать вот такие условия для отправления правосудия, о чем я несколько выше говорил, сама она не способна, она и не обязана этим заниматься. Знаете, это все зависит от того социально-экономического положения страны. Если будет много всего в достатке, и тогда и у нас там тоже будут условия нормальные. А поэтому ограничивать мы кого-либо не можем. Другой вопрос. Способны ли мы обеспечить сегодня безопасность участников судебного разбирательства? Сразу вам скажу, да, очень сложно. Почему? Потому что, конечно, каждый участвующий в правовом споре, либо в разрешении какого-то криминального дела, да, рассчитывает на то, что суд займет его позицию. Что именно так, он так уверен, что он так хочет. Но суд так не бывает, чтобы в правовом споре,
где участвуют две стороны, чтобы он вынес сразу такое решение, удовлетворяющее две стороны. Естественно, недовольных очень много. Вот вы посмотрите, как вот проводятся наши судебные заседания. В одну дверь заводят подсудимых, всех участников, публика оттуда, и суд. И представляете, когда возникает необходимость разрешения каких-то заявленных ходатайств, да, вот должны суд уйти, удалиться в совещательную комнату, они проходят через вот эту публику в зале, и они должны выслушивать все эти унижения, оскорбления. Судьи этого не заслуживают. Ситуацию с избиением премьер-министра, когда даже не были осуждены. Пожалуйста. Дайте ваш комментарий. Ну, я не буду сейчас давать общую оценку такую, потому что оно-то вступило, оба эти судебных приговоров, возможно, и обжалование, конечно, этого решения. Но я воздержусь, мне нельзя говорить на эту тему. Да, я, наверное, если я свою оценку выражу, но я уже не буду участвовать в президиуме, но я все-таки скажу, кроме меня, я думаю, там есть кому участвовать. Вот в прессе я читал, какая-то сплошная обструкция, знаете, вот, что за суд, как посмел там, вот, безобразие, действительно, факт безобразный, конечно говоря, избиение сотрудников милиции. Но что происходит дальше? Значит, свидетель, главный обвинение, вы сами прекрасно знаете, вдруг запамятовал. Такое у нас, увы, часто бывает. Да. Вот. Это раз. Второе. Когда у суда возникла настоятельная необходимость вызвать потерпевшего, значит, Цамбова и состыковать его с этим Абельба для того, чтобы провести очную ставку ввиду наличия противоречий, потерпевший не пришел на суд. Я, насколько знаю, судья звонила руководству тоже этого, просила обеспечить его явку, было сказано, что нет, он не придет, он уже свое дал, больше он не придет, там много народу, поэтому не хочет приходить, и все и так далее. Хотя он один раз давал эти показания, но уже возникла необходимость с ним очную ставку провести. К сожалению, не дали эту возможность сделать. Вот. Потом, когда был приговор, естественно, приговор не мог это все не учитывать. Конечно, приговор все-таки состоялся, обвинительный приговор, насколько я знаю, состоялся. Но это никто не обжаловал, этот приговор, ни государственное обвинение, никто, он так и остался. Поэтому какие-то претензии здесь, что с таким судом у нас вообще жить невозможно, все и так далее. Не знаю, дело в том, что вот уважаемый Роман Чачкович говорил о том, что сегодня у нас состязательный характер носит суд. Уже сам суд уже меньше инициативы имеет, он только нацелен на принятие решений. Инициативу должны стороны проявлять. Это же касается в отношении Будба по делу. Значит, что там произошло? Статья, она допускала вынесение решения, прекращение дела за примирением сторон. 76-я статья это предусматривает и допускает. Вот. Ну, встал потерпевший, сказал, я с ними уже помирился, я примирился, говорит, я не хочу этих ребят молодых, как говорится, делать так, чтобы они получили, значит, какой-то срок. Я их простил, говорит. Естественно, они тоже, наверное, встали и сказали свое. Прокурор, когда ему дали слово, он тоже сказал, прошу суд удовлетворить это. И вот так вот было это. А потом отклики пошли, суд виноват. Вот сами судите, кто виноват, никто здесь не виноват, по большому счету. Закон это допускает. Да. Ну, представьте себе на месте судьи, значит, просит потерпевший, просит прокурор. А преступление совершено? А вот проблема преступления-то, в общем-то, на обвинении. Суд мог бы не согласиться с позицией сторон о прекращении производства за примирением, если действия виновных были бы направлены на применение насилия в связи с осуществлением премьер-министром своих должностных и других обязанностей, и тогда были бы затронуты интересы публичные, поскольку он представлял. Но он в данном случае выступал в качестве участника дорожного движения. Вот и все. Квалификация, которая была там не как представителю власти, как нет, это как частному лицу, да, там, вот и все, повреждений. Здесь, знаете, вот если бы он к нему
допустим, применили бы насилие как за его профессиональную деятельность, за то, что он осуществляет свою профессию, тогда бы, конечно, тут были бы затронуты другие публичные интересы. Потом, если бы там были какие-то более тяжкие последствия, ну, сам потерпевший сказал, что особых проблем нет. Меня ударили в нос. Да, говорит, там к сожалению, так лежал. Произошло. И это совокупность вот этих вот обстоятельств. Жаловались на то, что материально-техническая база судов катастрофическая. Между тем, я думаю, что вы иногда смотрите в окно своего кабинета, и вы представляете о том, что материально-техническая база и зарплаты ваших сотрудников, они явно не соответствуют уровню их жизни. Что вы хотите? Не только уровню жизни, уровню ответственности прежде всего не соответствует. Нет, только уровень жизни. Да. Зарплата 5000, машина, бензин, в которую надо залить на 125 тысяч в месяц. Так. Как вы выкручиваетесь, судьи? Объясняем. Пожалуйста, Георгий Юрьевич. Пожалуйста, может, давайте я все-таки отвечу на Мне, этот честно вопрос. говоря, вот, Очень вопрос я интересный. не знаю богатых судей. Вот, Да. Допустим, я не знаю. Я тоже что-то не Назовите, знаю богатых пожалуйста. судей. Значит, насчет машин. Роман Чичкович. Да. Да. Вот я езжу на служебной машине. Придите ко мне домой, посмотрите, как живу, чем. Да, пожалуйста, я вас приглашаю. Так дайте мне ответить. По одному на только, вопрос. всех сразу не смогу принять. С огромным хочу удовольствием и энтузиазмом на этот вопрос ответить. Во-первых, не знаю, у нас есть ряд судей, которые вообще машины не имеют. Вообще не имеют. Я сейчас не про машину, Часть я есть. про- Не, ну вы говорите, вот посмотришь с вашего кабинета, там все Да. машины, откуда, соотношение, все и так далее. Ну, я, например, далеко ходить не буду, возьму себя. Чего это я буду про кого-то другого говорить? Вот себя. Я, правда, автомобиля, увы, не имею, и вряд ли, наверное, буду иметь при моих материальных возможностях. Пользуясь, слава богу, государство мне дало служебную машину, и на том спасибо, за это огромное спасибо. Самого, к сожалению, нет. Вот. Я получаю 14 тысяч рублей. Ну, супруга работает в коммерческой структуре, но очень тоже невысокий уровень, там, 10-15 тысяч может получить и все и так далее. Мать ее живет с нами, пенсию 6 тысяч получает. Вот на эти вот, не знаю. Ну, скоро мы хотите будем верьте, декларировать хотите свои нет. доходы, Мы кстати, будем вот скоро в этих... доходы декларировать. Да, Как проектах живу? они Конечно, предусмотрены. очень скудно, очень скромно. Не позволяю себе ни рестораны, если уж где-то кто-то меня в ресторане увидит, знаете, это не я кого-то пригласил, может, меня пригласили друзья и так далее. Всего-навсего. Остальное вот так вот. Я не имею, как говорится, таких уж хоромов особых. Я не имею, как говорится, 5 костюмов, вот, и 10 этих самых шуб. Не имею, вот и все. Что касается других, как они выкручиваются? Ну, по-разному бывают. Во-первых, они живут семьями, работают и члены их семьи, наверное, в совокупности что-то где-то, наверное... Я бы потом не могут. сказал бы, Потом что они насчет там машин. каких-то там, Вы, каких-то по-моему, задали- впечатляющих там Задали машинах. вопрос, по-моему, с машинами увязали, да? Или вы, да, значит, да. Вы знаете, что удивляться, хоть все-таки судья работает, какой-то постоянный источник официальный он имеет. А что не удивляться, когда у нас в город выйдете, безработные люди, которые по 15-20 лет вообще не работают, Это понятно, мы о судьях разъезжают, говорим, да. о Ну я, высшей инстанции. вы говорите о судьях, а я говорю немножко туда. Ну, мы о высшей справедливости Понятно. говорим, мы ориентируемся Да. на суды. Я понял, что вы на- говорите, судьи больше спрос, правильно? Больше спрос. Так вот, если спрос больше, надо и обеспечить его больше. Согласны? Правильно? Вот, совершенно правильно. Но я в данной ситуации говорю Да. совершенно откровенно о коррупции. Вы же Так, прекрасно меня давай. поняли. Коррупция с удовольствием любой вопрос. Любой вопрос вы готовы на него Ну, ответить. значит, в судах коррупции. Значит, насчет вот этого. Я вам сейчас... Материальный уровень ваших подопечных. Значит, я не знаю, какой информацией вы пользуетесь, да, может быть, эксперты из соседнего кафе, может быть, лучше знают, как говорится, да, но, значит, насчет, я вам скажу одно, что я вам могу сказать, уважаемый Зида Терентьев, на фоне того, что, вот как у нас война завершилась, судебная система, значит, она есть, вот, ну, где-то, наверное, с 94 года будем считать функционирует. Ни один человек, я повторю, ни один, не обратился ни в органы судебного сообщества, ни в правоохранительные органы о наличии коррупции в судах. Вот есть оно или нет, делайте вывод сами. Я, как официальное лицо,
Не могу руководствоваться слухами из подворотен, так сказать, с пляжей и прочих таких злачных мест. Не могу. А выводы делайте сами. Есть она или нет. Лена Лула... И к тому же я Лена говорю, Лула, я еще ни одного вопрос. богатого судью что-то не видел. Если вы видели, пожалуйста, подскажите.